Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Қостанай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы кезекті брифинг. Бүгін өтетін брифингтің тақырыбы балабақшада тек екпемен қабылдаудың жаңа ережелері. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Гүлім Көптілеуқызы Досумова, Қостанай облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Уважаемые представители СМИ, добрый день. Мы приветствуем вас в региональной службе коммуникации Костанайской области. Сегодня у нас очередной брифинг на тему «Детсад только с прививками. Новые правила приема». Спикером выступают Досумова Гүлім Көптілеуовна, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области. Ақпарат қаламызға қош келдіңіз. Гүлім Көптілеуқызы, сөз кезек өзіңізде. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации и жители Костанайской области. Тема нашего сегодняшнего брифинга – это допуск невакцинированных детей в детские и дошкольные организации. Необходимость данного брифинга вызвана тем, что в последнее время в адрес Департамента санитарно-эпидемиологического контроля поступают телефонные звонки с жалобами и с вопросами о том, почему их детей невакцинированных не допускают детские и дошкольные организации. Для начала я хотела бы ознакомить вас с эпидемиологической ситуацией по вакциноуправляемым инфекциям в Костанайской области, в частности, с эпидситуацией по заболеваемости корью. В 2024 году было зарегистрировано 688 случаев кори, из которых 56 – это среди детей, которые посещают детские и дошкольные организации, детские сады. Из этих 56 детей 52 ребенка, они были не привиты против кори. То есть 93% заболевших детей, посещающих ДДУ, были не привиты против кори. За 5 месяцев текущего года ситуация не улучшилась. Зарегистрировано 22 случая кори, из них 3 детей, посещающие детские сады. И все 3 детей, то есть 100%, они были не привиты против кори. Эти данные подчеркивают важность соблюдения прививочного статуса и поддержания высокого уровня вакцинации в детских коллективах. Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года номер 289 утверждены правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и пороговый уровень коллективного иммунитета. Эти правила распространяются на все дошкольные организации вне зависимости от формы собственности, ведомственной подчиненности, режима функционирования и времени пребывания, с полным, неполным или круглосуточным пребыванием, вне зависимости. В этих правилах используются следующие понятия. Коллективный иммунитет – это косвенная защита непривитых детей за счет достижения порогового уровня охвата плановыми профпрививками населения против инфекций, предупреждаемых вакцинами. И следующее понятие – это пороговый уровень охвата профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета. Это доля детей, имеющих иммунитет к данной инфекции, при которой достигается эпидемиологический эффект сопротивления распространения инфекции в данной популяции, в нашем случае в группе детей. При формировании групп в дошкольных организациях допускается такое количество детей, не получивших плановые профпрививки, по причине наличия постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок и другим причинам, при котором обеспечивается достижение порогового уровня коллективного иммунитета. Пороговый уровень охвата детей профпрививками в группах дошкольных организаций соблюдается на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе. Допуск дошкольной организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группе не более 10%. Медицинские работники дошкольных организаций при формировании групп осуществляют первичный расчет, анализ охвата профпрививками в группах, и в дальнейшем этот расчет проводится постоянно по мере движения, пребывания и убывания детей в группах. Руководитель и медицинские работники дошкольных организаций, они обязаны обеспечить постоянное соблюдение охвата профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90%.
Но, как следует из этих правил, если непривитых детей в группе будет более 10%, то детский сад вправе отказать в приеме. Однако в другом нормативно-правовом акте, в правилах оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, такого основания для отказа приема ребенка не было. То есть эти два документа прямо противоречили друг другу. Следствием такой правовой коллизии стало то, что дошкольная организация зачастую просто закрывали глаза на отсутствие обязательных прививок. Да, для приема ребенка в детский сад среди прочих документов необходимо было представить карту профилактических прививок, форма 065У. Вот только нигде не говорилось, что эта карта, она должна быть заполнена врачами и должна иметь отметки о получении вакцинации. То есть эта справка, она должна была идти просто по перечню, по факту. Ее можно было приложить даже пустую. И поэтому необходимо было устранить данную правовую коллизию. И, наконец, это было сделано. 15 июня, в прошлом году, 15 июня 2024 года, введен в действие приказ министра образования и науки РК о внесении изменений в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Главной поправкой является появление еще одного основания для отказа допуска в дошкольную организацию. Введен новый пункт 22, который гласит: при составлении в возрастной группе доли детей, не получивших плановые профилактические прививки, более 10% является основанием для отказа в оказании государственной услуги. В соответствии с пунктом 11 статьи 85 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Теперь возникает вопрос, кто имеет право попасть в эту 10% квоту непривитых? Это и дети с постоянными медицинскими отводами. Также эти дети, которые не привиты по иным причинам. То есть это могут быть и отказники. И в эту 10% квоту они попадут по принципу, кто раньше был зачислен в детский сад. Как только заполнится эта 10% квота, то остальным непривитым детям будет отказано в приеме в детский сад, вне зависимости от того, не привит он по медицинским противопоказаниям или же он не привит по причине отказа. Вакцинация – это не только индивидуальная защита, но и коллективная ответственность. Каждый непривитой ребенок может стать источником инфекции, угрожающим здоровью других. Спасибо за доклад. Мы переходим ко второй части нашего брифинга, к вопросам журналистов. Прошу, можете задавать. Подскажите, пожалуйста, вот правильно ли я понимаю, что раньше квота в 10% она нарушалась? То есть раньше в группах в детских садах было больше непривитых детей, чем сейчас? Да, эта квота нарушалась, хотя требования приказа о процентном соотношении привитых и непривитых, это приказ министра здравоохранения номер 289, он был издан в 2020 году. Также это требование записано в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения. Но были коллизии в нормативных документах. Если это требование было в приказе министра здравоохранения, то в приказе Министерства образования и науки приказ, который определяет прием детей, оказание госуслуги в приеме, зачисление детей в детском саду, то этого требования не было. Подскажите, пожалуйста, у вас есть какой-то сколько прививок нужно получить там ребенку при зачислении? Это какие отборы названия? Да, ребенок основные прививки он получает на первом году жизни. Как правило, все. Это АКДС 4, АКДС 3, 4 АКДС это против кори, против пневмококковой инфекции. Жалобы, вот вы говорили, что вам поступают, насколько это массовое явление? Сколько... Я не могу сказать, что это массовое явление, но стало больше. Вот именно за последние 2 недели. Я думаю, что это, возможно, связано с тем, что сейчас будет скоро зачисление, наверное, в группы. И, извините, я говорю.
Вы говорили о том, что даже если у ребенка есть медицинские противопоказания, но если он не попадает в эту квоту, то он все равно не будет Да, зачислен. он не будет Что в зачислен. таком случае делать родителям? Они же не могут, ну то есть они же не по своей воле отказываются в вакцинации ребенка, а они не успели просто войти в эту квоту. Что им делать? Ждать движения в группе. К сожалению, этот момент не оговаривается, значит, в эту 10% квоту попадают как непривитые по медицинским противопоказаниям, также и отказники. По принципу, кто первый пришел. К сожалению, это так. Спасибо. Алина Альмишева, телеканал АЛАУ. Так, я хотела уточнить, вообще, вы говорите, что вот сейчас жалобы, да? Получается, с какого числа это новшество? Вот тогда, когда подписан приказ, 15 июня 2024 года? Да, с 15 июня 2024 году были внесены изменения и дополнения. Мгм. Второй год действует. Ну да, будет год, как он действует. Мгм. И получается, просто жаловаться начали именно сейчас, потому что вот скоро будет прием в детские садики, да? Но вот это правило уже действует, как бы, ну, можно сказать, давно. Да, ага. Все поняла. Так, какие прививки, ясно. Мгм. Ну, а вы можете хотя бы цифру назвать? За последние 2 недели сколько обратилось? Больше 20, больше 30 родителей? Ну, порядка, наверное, 11 человек, 11, да, да. к нам позвонили. До этого таких звонков вот именно с такими вопросами не было. И многие из них говорили почему-то о нарушении конституционных прав моего ребенка на образование. Вот такое вот было, А конечно. Извините, а вы как-то не проводите, Гоша, пожалуйста, не перебивай меня, вы не проводите какие-то профилактические мероприятия вот, по работе с такими родителями? Ну, то есть они говорят, нарушаются их конституционные права. А им вообще им кто-то объяснил? Ну, как бы они, да, должны их сами знать, но чтобы просто они знали. Мероприятия в Но детских садиках. работа с родителями отказников проводится на постоянной основе. Она проводится и медицинскими работниками участковой сети, и специалистами санитарно-эпидемиологической службы на постоянной основе. Мгм. Но, к сожалению, отказы все же регистрируются. Вот отказы регистрируются. А если вот действительно какая-то статистика по этим отказам, там, может быть, из 10 сколько человек откажется? Ну, из 10, наверное, человека 2 не отказываются. Отказываются, Да, да? и это большая цифра. Мгм. А вот от каких прививок можно отказаться до года? Ни от каких. Все до года, все Они обязательно? все обязательны. Они Мгм. все обязательны. Ну вот, а если от кори обязательно, это почему они не привиты тогда? Потому что у них еще есть право отказаться от вакцинации. Хотя они являются, согласно Кодексу Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, вакцинация обязательна. И все физические лица, которые находятся на территории Республики Казахстан, обязаны получить обязательные профилактические прививки. Но при этом есть у каждого право отказаться. Или медотвод, да? Да, или же медотвод. Ну, медотвод тут, конечно, Извините, я не поняла, если честно. Смотрите, если от прививки от кори нельзя отказаться, то почему отказ есть от этой прививки? Вот вы же говорили там статистику, из 55 у там 52 не было данной прививки. Почему ее не было? ну, у каждого родителя есть право на отказ от профилактических прививок. Поэтому. Мгм. Ну, ладно, допустим. То есть даже от обязательной прививки можно отказаться? Да. А, ну вот, теперь поняла. Еще одно маленькое уточнение. Вот вы говорите, что с прошлого года вступили эти правила в силу. Мгм. То есть вот эти вот 52 случая, это уже снизилась статистика? То есть вот после того, как эта коллизия была устранена, это как-то Нет, отразилось на количестве заболеваний? это не связано. Снижение заболеваемости корью не связано с введением изменений в данный приказ. В прошлом году и у нас в Кустанайской области, и по всему Казахстану в мире шла вспышка кори. Сейчас с введением дополнительной массовой иммунизации, наверстывающей иммунизации, заболеваемость идет на снижение. Заболеваемость снизилась. Поэтому и меньше детей в этом году. Но это никак не связано с тем, что внесли изменения в приказ. Еще один тоже уточняющий вопрос. Получается, вот этот вот закон 15 июня был введен в связи с этими вспышками? Ну, кори. Ну, изменения в закон были, изменения в приказ Мгм.
Министерства образования и науки были внесены для того, чтобы устранить правовую коллизию. Потому что в одном приказе было написано, что должно быть 90-10, но во втором приказе Министерства образования и науки этого не было. Все хорошо, спасибо. Спасибо большое. Құрметті қатысушылар, егер сұрақтар болмаса, брифингті аяқтауды ұсынамыз. Барыңызға рахмет. Уважаемые участники, мы завершаем наш брифинг. Спасибо за внимание. Все, спасибо большое.